Здравствуйте, это вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Выборы 2021 сегодня по всей Якутии заработали все 794 избирательных участка. Последние новости из Центра избиркома. Современный подход к старту инсулинотерапии под таким названием в столице организовали научно-практическую конференцию. Якутяне в фаворитах. В Стамбуле состоится второй этап Кубка мира по масс-рестлингу. Репортаж из Турции. В Якутии продолжаются выборы 3 уровней – федерального, республиканского и муниципального. В этом году республика выбирает депутата Госдумы по якутскому одномандатному округу номер 24. Также идут выборы по федеральному округу, куда внесены 14 политических партий. Дополнительные выборы народных депутатов в Якутии идут по Колымо-Андигирскому одномандатному избирательному округу и по университетскому. Также идут 76 муниципальных избирательных кампаний, дополнительные выборы 16 депутатов представительных органов в 11 районах, глав 37 городских и сельских поселений, в том числе глав 5 районных центров республики. Сегодня ровно в 8 утра открылись 794 избирательных участка по всему региону. Всего у нас в списке избирателей включено 662 543 избирателя, и из них по состоянию на 3 часа дня 17 сентября, в первый день голосования, проголосовали 33 569 избирателей. По состоянию на 15 часов дня по городу Якутску получили бюллетени 18 477 горожан, что составляет 8,5% от общего числа избирателей в городском округе. Также по Якутску всего работают 126 избирательных участков. Как отмечают в избиркомах, в первой половине дня активность избирателей умеренная, инициативность горожан ожидается в вечернее и в нерабочее время, либо в выходные. Свой гражданский долг, приняв участие на выборах, исполнила и кандидат в депутаты Государственной Думы России Галина Данчикова. На избирательном участке соблюдены все нормы, все организовано очень правильно. Я сегодня сделала свой выбор за развитие нашей республики, за Россию, за благополучие людей. Ну а в Хангаласском Улусе, по данным на 3 часа дня, проголосовали ровно 1900 избирателей. Это почти 9% от общего числа. Помимо депутатов Госдумы, хангаласцы также изберут депутата районного совета по Южно-Маджагарскому округу номер 1, глав Титарынского и Синского наслегов, депутатов представительных органов муниципальных образований, Актемский наслег, Маджагарский первый и Жерский. В одном из крупных населенных пунктов района, в поселке Максыгалох, в первую половину дня свой гражданский долг выполнили 300 человек. Всего количество избирателей в Максыгалохе 3356 человек. Я решил проголосовать первый день, потому что время свободное, и обязательно надо проголосовать. Я решил во время обеда прийти проголосовать, а в субботу, воскресенье я просто занят. То, что голосование разбили на 3 дня, это очень хорошо. Например, я планировала выходные отдыхать, поэтому сегодня как раз зашла после работы, проголосовала, и сейчас я свободна. Замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина отметила, что в республике отработали все варианты защиты безопасности граждан на избирательных участках. Все необходимые требования безопасности соблюдены. Цитата: «Мы уже 3-ю избирательную кампанию работаем в ограничительных условиях. В каждом участке применяются те алгоритмы, которые защищают как членов избирательной комиссии, так и самих граждан, а именно соблюдение социальной дистанции, ношение масок, перчаток, наличие антисептиков и другие необходимые меры», сообщила Ольга Балабкина. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, пятницу, субботу, воскресенье нам с вами предстоит непосредственно осуществить голосование в
кто-то уже сходил на избирательные участки. Оперативный штаб совместно с территориальными избирательными комиссиями на местах, а также с Центральной избирательной комиссией республики отработали все варианты защиты непосредственно и вашей безопасности на избирательных участках. Сама я с утра тоже проехала ряд участков, уже в том числе проголосовала. Все нормы соблюдаются, также призываем вас эти нормы непосредственно соблюдать. И кроме того, я обращаю внимание, что амбулаторные больные, которые у нас сегодня находятся в группе ожидания анализов или являются контактными, относительно них включен режим самоизоляции, поэтому в течение 3 дней голосуете по заявлению. Представители участковых избирательных комиссий знают, в каком порядке осуществляется это голосование. Переходим к другим новостям. В этом году исполняется 100 лет инсулину. Все эти 100 лет исследователи непрерывно работали над усовершенствованием этого препарата. Цель была одна – с помощью введенного извне лекарства смоделировать работу нормально функционирующей поджелудочной железы, приблизив тем самым качество жизни людей с диабетом к качеству жизни здоровых людей. Сегодня в Якутске организовали научно-практическую конференцию под названием «Современный подход к старту инсулинотерапии». Сахарный диабет – это глобальная проблема всего человечества. К примеру, в Якутске на учете стоят около 25 тысяч человек. Кроме того, ежегодно выявляется около 2500–3000 тысяч новых случаев. Говорим о пандемии новой коронавирусной инфекции. К сожалению, видим, что и наши пациенты с сахарным диабетом – это наиболее такая вот группа риска по сложным формам ковидной инфекции, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта глюкокортикоидная терапия, которая применяется в лечении коронавирусной инфекции, она тоже приводит к повышению уровня сахара в крови, и у многих пациентов может быть через энное количество лет или даже сейчас уже развиться сахарный диабет. Поэтому вот проблема сахарного диабета очень остро стоит. В Алекминске торжественно опустили последнюю плиту на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Все подробности у Елены Фаст. Последняя плита торжественно уложена на полосе аэропорта города Алекминска. Событие историческое. В Алекминске его ждали десятилетия. Радостное событие, историческое событие. Уложены последние плиты по бетонированию взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алекминска. И, как уже мы говорили, у нас параллельно идут работы по сертификации данной полосы для того, чтобы в скором времени начали летать самолеты. К слову, ожидания могли и затянуться, но благодаря общей поддержке вопрос был решен положительно. Сейчас на поле идут работы по разметке полосы, установке светосигнального оборудования. Работ море. Значит, сейчас в первую очередь надо нам светосигналку восстановить, да? Рулежная дорожка, перрон, там уложить плиты. Ну и дальше этапы. Дальше у нас разделено дальнейший объем работы, разделен на 3 этапа. Там в одним будет что у нас? Аварийно-спасательная станция, ГСМ. Значимость оценить сложно. Развитие любого района, региона, города – это транспортная доступность. В скором времени она появится в Алекминске. Я так рада этому событию. Очень много людей работало над тем, чтобы в Алекминске появилась взлетно-посадочная полоса. А это для Алекминского района действительно очень большое событие. Это является толчком к большому дальнейшему развитию нашего Алекминского района. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В память о чурапчинских переселенцах будет зажжен вечный огонь в селе Чурапча. Сегодня представители Улуса произвели изъятие искры от вечного огня, расположенного на главной площади Победы Якутии. 19 сентября во время Дня памяти переселенцев вечный огонь будет зажжен в мемориале «Мать и дитя» в памяти отважных чурапчинцев. Напомним, во время Великой Отечественной войны на север были переселены 41 коллективное хозяйство, 1655 хозяйств, 1988 человек, в том числе 990 детей. За годы переселения погибли больше 1000 человек. Пусть этот огонь, который сегодня уходит
Чурапчу для того, чтобы напоминать нам о страшных годах войны. Пусть он горит в нашей груди и в груди будущих поколений. В Стамбуле состоится второй этап Кубка мира по масс-рестлингу. Россию на помосте представят 27 сильнейших спортсменов страны. Сегодня пройдет взвешивание участников и жеребьевка. Наш корреспондент Айсена Бурнашова с репортажем из Турции. Действительно, масс-рестлинг в Турции очень ждали. Об этом говорит и теплая встреча всех участников второго этапа Кубка мира здесь, в Стамбуле, и невероятно высокий уровень организации. Ранее на пресс-конференции, где собрались организаторы мероприятий, глава Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган отметил, что масс-рестлинг – это не просто вид спорта. Это огромный вклад в развитие всего этноспорта во всем мире. Он также не упустил возможности выйти на помост, перетянуть палку на свою сторону и, конечно, поделился своими познаниями в масс-рестлинге. Слово «масс» в переводе с якутского на турецкий означает «ветвь дерева». Собственно, если оценивать его как праздник борьбы, можно сказать, что это единственный вид бесконтактной борьбы в мире. Соревнования пройдут в спортивном комплексе имени Бахчевлера Мустафы. Примут участие около 150 спортсменов из 12 стран мира. Это и страны Прибалтики, и страны Европы, и, конечно, страны Азии. Кстати, Пакистан представил максимальное количество участников – 38 масс-рестлеров. Кыргызстан также отличился и представил 25. В честь России на помосте будут отстаивать 27 сильнейших маджины. Это всем известные и титулованные спортсмены, такие как Павел Черноградский, Сергей Фролкин, Эрчим Баппагай, Татьяна Байшева из Якутии, богатырь из Смоленской области, Виктор Колебовчук, Светлана Тихонова с Урала и многие-многие другие. Всего будет представлено 14 весовых категорий. Также в эти дни в Стамбуле состоится чемпионат Европы по масс-рестлингу среди мужчин и женщин в абсолютной весовой категории. На сегодняшний день масс-рестлинг культивируется в 55 странах мира. И есть федерации по 49 странам. Заветная мечта нашей федерации, нашего народа, и что масс-рестлинг войдет в программу Олимпийских игр. В эти дни масс-рестлинг пройдет на высоком организационном уровне. Всем большое спасибо. Уруй Аяхал. Evet, Uruz Aykal. Повторюсь, что сегодня состоится взвешивание участников и жеребьевка масс-рестлеров. С завтрашнего дня на Большом стадионе состоится уже первый соревновательный день. Мы будем следить за самыми яркими схватками и, конечно, будем делиться с вами россыпью медалей. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Стамбул, Турция. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем в 20:00 на канале Якутия 24. Оставайтесь с нами, мы следим за ходом единого дня голосования.